Мерен нерги болын Илин журнал каналын көрәтчілерге. Бүгін бияха ылдиттыр Москваттан Александр Васильевич Колесниченко. Александр Васильевич преподаватель Московского государственного университета, факультета журналистики, доцент, кандидат филологических наук и известный российский журналист. Александр Васильевич, вы участвовали в мероприятиях Дня национальной печати и проводили семинар для районных журналистов по приглашению Сахапечати. Вот начнем, наверное, с впечатлений об ИСЭХе. Вот ИСЭХ журналистов. Это вот как вам? Какие ощущения? Ощущения. Жалко, что в Москве такого не проводят. А так действительно праздник, и весело, и по делу, и все с наградами, и очень наглядно видны достижения. Поэтому очень здорово, что есть такой вот праздник, позволяющий зафиксировать, что было сделано за год и вообще, и как ветеранов журналистики чтят. Вот это вот очень восхитило, потому что в Москве их обычно забывают, и вот сегодня ты уволился, завтра уже тебя только близкие друзья помнят, а послезавтра вообще как будто тебя не было. А вот здесь вот чувствуется, что такая преемственность, такая стабильность, когда многие люди всю жизнь связали с Сахапечатью, и их не забывают, и даже если они уже не работают. Вот это вот особенно восхищает, особенно отношение к ветеранам. Александр Васильевич, а вы же не первый раз, я как понимаю, вы на ИСЭХе второй раз. Да. То есть, а в Якутии в целом были уже... Да, пятый. Пятый даже. Вот, но впервые вот вы встречались с нашими выпускниками, ну так получилось, что предыдущее не получалось. Вот, конечно, очень сложно что-то сказать, да, вот встреча у нас всего длился час, но, может быть, тоже о будущем журналистики касательно вот как бы подготовки кадров, в том числе все-таки надо, наверное, сказать, да? Ну, впечатление от выпускников, ну, как мне показалось, что люди мотивированные, им это интересно. А дальше уже, насколько они профессиональны, насколько готовы к работе и насколько их хватит выдержать работу, это, ну, смотреть надо. Вот. А так, ну, мало их. Да, конечно, вы очень важные вещи сказали студентам, да, что это все-таки, ну, в какой-то степени работа журналиста очень сложная, да, и очень многие не выдерживают, да. А вот вы преподаете уже ну, где-то около 10 лет, да? На журфаке около 10, а так еще лет, наверное, 16. Ага. И вот общее впечатление, вот, скажем, такого студента факультета журналистики в среднем, вот это какой он современный студент, мечтающий стать журналистом? Ну, он разный, и есть какое-то количество людей, очень активных, очень вовлеченных в происходящее, занимающихся волонтерством, занимающихся политикой. Вот есть такие. Есть те, кто пришел учиться, чтобы потом зарабатывать, кто больше ориентирован не на журналистику, а на пиар, допустим, там продвигать банк в соцсетях, рекламировать косметику. Вот такие вот есть студенты. А так, в целом, впечатление, что студенты очень умные, очень способные, хорошо знающие иностранные языки, хорошо ориентирующиеся в интернете и в соцсетях. Возможно, не все слишком усидчивые в том, что касается каких-то длинных материалов, и читать что-то большое, и писать что-то большое, вот с этим проблема. Ну, плюс еще, чего не хватает жизненного опыта. На мой взгляд, целесообразно брать в журналистику уже более зрелых людей, то есть я бы брал вот лет с 20, а может и старше,
То есть, чтобы человек где-то поучился, где-то поработал, понял, что все-таки нет ему в журналистику, приходил уже с этим опытом, с этим настроем, тогда было бы другое качество обучения. А так вот главный недостаток студентов журфака, что они многие, по сути, дети, которые учились где-то в хорошей школе, жили в хорошей благополучной семье, получили хорошее образование, воспитанные, умные, прилежные, вот теперь пришли в хороший вуз. То есть, по большому счету, жизни они не знают. Вот, Александр Васильевич, ваша кафедра называлась кафедра периодической печати, сейчас вы переименовались кафедра цифровой журналистики. Да? Ну, это Да. тоже понятно, что у нас совершенно сейчас другая, да, журналистика на самом деле, да, вот последние особенно, наверное, последние 10 лет, да, вот эти, вот как вы оцениваете вот это изменение под влиянием технологий? Ну, как ключевое здесь то, что периодическая печать в принципе воспринимается как что-то архаичное, хотя сказать, что она вообще ушла, ну, еще рано хоронить, но то, что она становится нишевым товаром, это вот объективно так. Бумажная пресса. Бумажная пресса, и ее место, ну вот как прогнозируют, будет примерно как у театра, который в Древней Греции был основным видом искусства, плюс еще не только искусство, но и коммуникация, и политики себя продвигали, там и счеты сводили через пьесы. А сейчас театр есть, театров много, театров гораздо больше, чем было в советское время, по крайней мере в Москве. Я видел статистику, раза в 4 больше театров сейчас, чем было в 90-м году. Ну, в основном это театры маленькие, в основном это театры на грани самоокупаемости существующие, полулюбительские, то есть там, где люди выступают, но при этом еще и где-то зачастую не в театральной индустрии подрабатывают, чтобы на что-то жить. То есть вот судьба прессы, вполне возможно, ее ждет нишевизация, то есть это много изданий, но с небольшими тиражами для ценителей, для тех, кто понимает, кто именно купит бумажную газету или бумажный журнал, либо просто возьмет. Потому что, например, как прогнозируют, одна из функций бумажной прессы будет это элемент интерьера ресторанов. То есть приходишь в ресторан, и вот у тебя там бокал, вилки, ложки, салфетка и газета или журнал. Ну, это такая некая элитарность. Да. Элитарность, винтажность, подчеркивание чего-то вот такого особенного для тех, кто понимает, но массовой аудитории прессы, такого, чтобы была как газета «Правда», которую все коммунисты читали, а коммунисты были 10-я часть населения Советского Союза, то такого уже не будет, это однозначно. А цифровизация, она приводит к размыванию массовой аудитории, к нишевизации в интернете, к тому, что в принципе исчезает единая информационная повестка. И люди живут в разных информационных повестках, то есть есть, ну как вот говорят исследователи, Россия телевидение. Те, кто смотрят телеканалы, прежде всего центральные, информационные, политические, то есть мы не берем развлекательные, там, где мультфильмы или фильмы или музыка. Вот они в одном мире живут. Дальше интернет, он дробится еще на много интернетов разных, у каждого он свой, то есть кто-то вот на такие сайты ходит, кто-то на такие. Вот это главная особенность. Размывание массовой повестки, размывание аудитории. Но, наверное, с этим ничего не сделаешь. Это такая примета времени. Да, это очень много меняется, конечно. А, Александр Васильевич, вот вчера тоже вы подчеркнули, что якутская журналистика, ну, на хорошем уровне, позавчера, да, на встрече с выпускниками, вот и ваше вот тоже как бы мнение о якутской журналистике, вы все-таки познакомились, да, что она достаточно продвинутая. Здесь очень здорово, что есть конкуренция, и есть и государственные, и негосударственные СМИ. Есть с одной стороны вот издательский дом Сахамедиа, если брать региональный уровень, с другой стороны есть Якутск вечерний. И очень здорово, потому что конкуренция всегда идет на пользу, она заставляет совершенствоваться. И
ну вот, был в Сахамедиа, дали несколько выпусков газеты «Якутия», посмотрел, мое впечатление, в каждом номере есть что почитать, даже там один разворот вытащил, вот себя забрал в Москву, повезу, интересно, именно в содержательном плане, там хороший материал. Так что республика читающая, республика пишущая, более интеллигентная, вот это вот бросается в глаза. Ну, возможно, специфика еще то, что длинная зима, поэтому люди сидят дома, и для многих чтение это основное, чем на досуге занимаются. Вот в этом плане, при том, что относительно небольшое население, и, ну, и Якутск, ну, он достаточно большой город, но все равно не миллионник, а в остальном население размазано по республике, что для прессы это плохо, потому что очень высокие издержки на доставку, плюс тоже рвется информационная повестка, потому что едва ли тебе будет интересно что-то, что за 500, за 1000 километров от тебя происходит. А здесь именно как-то так в республике. Но тем не менее и достаточно высокие тиражи относительно численности населения районов, уровень проникновения, когда тиражи зачастую превышают 1/10 от числа жителей, с учетом младенцев, с учетом того, что в семьях несколько человек, то это означает, что некоторые районы близки к тому, что почти все население читает местную газету. Того, чего, допустим, там в Москве, в Подмосковье нет. Ну, в Москве вообще местные газеты муниципальные позакрывали, там выходят газеты префектур, там есть сайты муниципальные, но кто их посещает, как активно, не знаю. А в Подмосковье гораздо менее популярные районные газеты, они там выходят, хотя в последнее время там какая-то реформа была, вроде бы их тоже там закрывали или ужимали, объединяли. Вот что-то такое не очень хорошее с ними происходит. А в Якутске пресса есть, и пресса региональная, в конкурентной среде существующая, и пресса местная с очень высоким уровнем проникновения в аудиторию, пресса, которая реально практически всех читателей охватывает. Вот это здорово. Ну да, вот не зря у нас регион носит звание самый читающий регион России. Конечно, да? заслуженно, действительно. В том, что касается журналистики, эта ситуация, наверное, одна из уникальных в России. Ну, точнее, надо смотреть, нет статистики по всем регионам. Есть регионы, где тоже хорошие СМИ, издаются хорошие местные СМИ, и тоже, где вполне возможно, что их много читают. Но если сравнивать с центром России, то в Якутске ситуация в этом плане лучше, потому что московские СМИ, допустим, они в большей мере завязаны на федеральную и на общемировую повестку, плюс их много, и там как таковой аудитории массовой ни у кого нет. Даже «Московский комсомолец», который позиционировал себя всегда как газета для всех, и какое-то время был близок к этому, лет 20 назад это действительно была газета, которую практически все читали, теперь, по-моему, у них 10-я часть, дай бог, от той аудитории, которая тогда была. Александр Васильевич, вот у нас еще есть же в сфере вот, порталов, сайтов совершенно частные и очень интересные. Ну, там Саха Пресс, Саха Ньюс, Саха Лайф, ну даже вот я всех не перечислю, очень тоже популярны, очень читаемые, да, посещаемые, Саха Дей, Саха Инфо, ну то есть опять же они вот выдерживают такую конкуренцию, вот, скажем так, с официальными государственными нашими. Тут главное, что государственные выдерживают, и да, они развиваются, потому что, как вот для того и щука в озере, чтобы карась не дремал, и большая проблема во многих регионах у государственных СМИ, то, что они существуют как монополисты, что частные СМИ, они либо задавлены, либо поставлены экономически в такие условия, что это что-то такое на энтузиазме, пока энтузиазм есть, и в результате оказывается, что остается только что-то официальное, оно, ну, как
на одном из мероприятий девушка, студентка, жаловалась на свою районную газету, говорит, это не газета, это поздравительная открытка. Ну, То есть оно вырождается во что-то вот такое, что совершенно не информативное, что, наверное, интересно будет читать, если только лично про тебя напишут. То есть в СМИ, которые делаются для персонажей, для героев, а не для читателей. А вот удалось на семинаре ознакомиться с нашими районными газетами, полистать? Ну, немножко. Ага. Ну, вот и... Разные. Разные, Как бы да. главная проблема нехватка ресурсов в смысле людей вот из того, Профессиональных. в принципе. Газету делают, если один человек должен в неделю сделать по 2, по 3 полосы, Да, то это очень большая нагрузка. Это, по сути, означает, что человек просто отрабатывает те мероприятия, какие есть, а такого, чтобы подумать, чтобы взять какую-то тему, чтобы долго над ней посидеть, чтобы даже с риском, что а вдруг тема не оправдается и не напишу, или напишу через месяц, когда потом информацию наберу, а пока вот писать не о чем. Вот на это просто сил не хватает. Вот это вот ключевое, но... Ну, да, сил, времени. Ну, вот, Александр Васильевич, а можно вот человека научить писать хорошие тексты? Вы как из опыта медиатренера, да? Вот. Можно, как? Технологии. Технология есть. Да, да. Ровно в той мере, в какой можно ли научить человека танцевать. Можно ли научить человека рисовать. В принципе, желание. Желание раз. Понятно, иначе это из-под палки, и это здесь не слишком прогресс будет. Плюс определенные способности, как правило, у тех, у кого есть желание, они бывают, хотя я сталкивался несколько раз в редакции, когда приходили люди, желающие работать журналистами, но вот у них со словами как-то плохо, они их плохо складывают. Наоборот, бывают ситуации, когда приходит какая-нибудь девочка-студентка, которая еще ничего не знает, но вот у нее талант именно в смысле, что вот ее языковая картина мира особенная, и как она складывает слова, даже у меня так не получится. Это вот что-то особенное, я это чувствую. И от способностей зависит. Есть правила, есть шаблоны, стандарты, освоив которые, в принципе, можно создавать что-то кондиционное. В этом плане любого грамотного человека можно научить. Такого, чтобы этот человек стал профессионалом по созданию текстов, чтобы он их делал быстро, делал хорошо, и ему это нравилось. Здесь, да, желательно, чтобы еще способности были, просто потому что если человек к этому не приспособлен, ему это тяжелее будет, его будет выматывать, будет всем плохо, и ему, и тем текстам, которые он делает, и тем, кто их будет читать. Ну вот вы еще участвовали на круглом столе, который организовался Хамедия, да, и там основной упор делался на состоянии, на проектах, на развитии этнических семей, да, вот какое вот впечатление осталось, очень там хорошо вот показывали, рассказывали проекты наши якутские, да, представители средств массовой информации, НБК, Саха, значит, книжное издательство Аяр, значит, газета Илкен, ну и, естественно, основные наши Сахамедиа, и участвовали представители Татарстана. Впечатление, с одной стороны, произвело, что очень многое реально делается, что огромные вложения сюда и денежные, и человеческие, и идейные, и стараются национальные СМИ на национальных языках развивать. А с другой стороны, впечатление, что это как некое плавание против течения, потому что объективный тренд, он таков, что количество языков, на которых говорят в мире, оно сокращается, там последние 200 лет. Тенденция, да? В целом тенденция, любой филолог вам это скажет, это объективные закономерности, потому что
идет тенденция к тому, что на больших языках просто больше контента. Ну, допустим, там, ну, здесь я бы ставил даже вопрос не в том, что вот якутский язык в какой мере вот он будет востребован там дальше, там через 50-100 лет следующими поколениями, я бы тревогу начинал бить уже по поводу русского языка. С учетом того, что на английском производится контента интересного, востребованного и по профессии, и по искусству многократно больше, и человек, хорошо владеющий английским, он неизбежно начнет меньше читать, смотреть, слушать по-русски, просто потому что ну, там больше, там интереснее. Ну, у вас, если возле дома, допустим, есть какой-то маленький магазинчик, да, вы привыкли туда ходить, но вот рядом открывается гигантский гипермаркет, где все дешевле, больше, вы про этот магазинчик забудете. Вот то же самое, язык ценен тем, сколько людей на нем говорит и какой контент на нем производится. И в этом плане все равно в случае с якутским языком, допустим, угнаться за русским очень проблематично, ну, когда у вас на языке говорит миллион человек или говорят там 200 миллионов, как в случае с русским, это проблематично, а русскому с английским, на котором говорят, которым владеют, ну, и родным, и не родным, там, ну, 2 миллиарда, наверное, то тоже здесь, поэтому, ну, язык, его надо сохранять, чтобы не потерять то, что на нем создано, потом это способ мышления, это картина мира, которая непереносима на другие языки, и в этом плане желательно изучать его. Но если бы я жил в Якутии, то да, даже если не якут, все равно я бы якутский выучил просто интересно. Вообще, вот что это такое, я гораздо больше про якутов понял, вот из этих соображений. Но при этом с пониманием, что все равно судьба национального языка, может быть, она идет к тому же, к чему идет судьба печатной прессы. То есть это что-то нишевое, что-то для понимающих, что-то либо для тех, кто вот это хранит как традицию, для кого это святое, либо для тех, кто с этим профессионально работает. А в остальном выдержать конкуренцию, вот большой вопрос, насколько это реально, потому что сколько не производи контента, ну вот хорошие проекты представляли на круглом столе, все прекрасно, но все равно это штучно по сравнению с тем валом контента, который, ну, даже на русском языке производится, не говоря уж об английском, поэтому... То есть вопросы, проблемы остаются, да? Их не просто остаются, нельзя. они скорее, в принципе, неразрешимы. То есть вот этим вот стимулированием можно, ну, что-то затормозить, можно как-то закрепиться в каких-то нишах. Но, на мой взгляд, системно тут... ну, плыть против течения все равно сложно. Долго, сложно, далеко не уплывешь, а течение таково, что в мире, в принципе, множество языков, там больше исчезло языков, чем осталось. Каждый год там, или десятилетия исчезают языки, которые сохраняются только где-то в сообществах носителей обычно пожилого возраста, либо текстов, которые мало кто понимает. Вот в этом плане что тут можно сделать? Ну, хотя бы вот что-то сохранять, что потом будет как памятник, что вот это было. Вот, поэтому то, что сейчас создается, это создается именно, чтобы на этом разговаривали, или это создается, чтобы потом об этом вспоминали. Вот еще неизвестно. Ну, лет через 100 будет понятнее. Да, то есть со временем только мы поймем, да, мы или наши потомки поймут, да. потому что тенденции такие, то есть на уровне года, 10 лет системно вряд ли что-то проявится, а на уровне 100 лет там ожидает ли судьба тот же якутский язык, такой как вот юкагирский, который ну, в музее когда был, там показывали вот их письменность, вот эти вот точки, узелки, которую когда-то читали, а теперь попробуй найди того, кто это прочитает. Конечно. Ага. Но с другой стороны, вот очень есть потребность, востребованность контента на якутском языке. Все-таки вот это чувствуется. Хотя это не такой уж показатель, наверное, да, Александр Васильевич? Ну, это кем востребованность? Но это в основном, наверное, я бы не сказал, что это старшее поколение только, но и среди молодежи.
Вот вы, когда были на вручении, торжественном вручении дипломов, ребята сами пригласили, например, певцов, именно исполнителей якутских песен. Хотя можно было выбрать. То есть очень популярны среди молодежи именно вот исполнители на якутском языке, да, на якутских песен. И сами молодые. Вот именно сколько там, 18-20 лет. Вот они очень... Ну, тоже возможно. это есть такое. Ну, как мода, это Да, безусловно, это может быть. Но если человек пойдет дальше работать, то он обнаружит, допустим, литературу научную, техническую, на русском языке, ему придется или на английском читать, или на китайском, но не на якутском, ее просто Конечно, нет. да. Он захочет послушать музыку, обнаружит, что якутских исполнителей вот столько, а исполнителей на других языках гораздо больше, и там много чего еще есть. И то же самое Да. фильмы, книги. В этом плане все равно контента на якутском языке объективно значительно меньше, то есть это может быть элементом моды, элементом какого-то самосознания, самопозиционирования, что вот я тоже вот это слушаю, я тоже вот это читаю, я вот это понимаю, и я тоже к этому приник, и вот это меня как-то подпитывает, что там какие-то смыслы оно передает, и вот этот язык мне дает силу и идентичность, безусловно, что язык как часть идентичности, он может сохраняться. Но при этом человек обнаружит потом, что он все равно большую часть времени и читает, и разговаривает, и слушает что-то на других языках. Вот эта проблема, она системная, здесь ничего не сделаешь, можно занять какую-то нишу и, может быть, да, вот продвигать местный язык как фактор идентичности, то есть его знать не для того, чтобы вот он был средством общения, средством написания документов, а просто знать именно, что он вот часть меня, то же самое, как и на Исаахе вчера были в традиционной одежде люди. Да. Вот они, не то, что они каждый день это носят, они, может, несколько раз в год по особым случаям это одевают. Но оно есть, и оно вот у этих людей есть, а у неякутов нет. И вот это их отличает, вот то же самое язык, как вот этот камзол или платье, которое одеваешь несколько раз в год, но ты все равно знаешь, что оно у тебя есть всегда, и оно часть тебя, часть твоего образа. Сердце хранишь. Конечно, да, и вот язык здесь же тоже сердце хранишь, но именно как какой-то сувенир, как что-то там, бабушкино кольцо какое-то, которое хранишь дома, которое вот там ей еще от ее бабушки досталось, это часть твоего рода, это твои предки, это с ним история связана. Но одевать его, его не одеваешь просто потому, что немножко нелепо будет выглядеть и не нужно, и вот как-то так. Александр Васильевич, а вот якутским кино удалось как-то? Нет. Ну, вообще нету, ни разу не получалось. В эту поездку нет, в принципе, смотрел или нет, не помню, как якутские фильмы, поэтому не знаю совершенно кинематограф. Александр Васильевич, вы очень известный журналист-практик, вы работали в таких изданиях: «Новые известия», «Огонек», «Ведомости», «Русский репортер», ну и «Русский курьер». Вы работали в профессиональных журналах, журналистика «Индия рынок». Но это все качественные издания, да? То есть вот об этой вашей как бы карьере такого профессионального журналиста, что было для вас вот важного именно в этой работе, когда вы непосредственно вот писали эти журналистские материалы? Политика, общество? Не знаю, в каком плане важное. Ну, тогда важное было, чтобы тебя опубликовали, потому что это издания, в которых сложно работать, где высокая конкуренция между журналистами внутри издания, плюс есть желающие там работать. А то, что сейчас основное воспоминание, что можно было много чего сделать лучше. В этом плане требовательность плюс ощущение, что многих вещей реально плохо их понимал. Именно касающиеся того, что происходит, в смысле, о чем писал. Вот сейчас оно так воспринимается. Что если бы сейчас я знал, если тогда я знал то, что знаю сейчас, я бы на другом уровне эти темы раскрыл. Вот, наверное, в основном это. А так,
Ну да, работал, У да, вас публиковался. аналитические в основном, да? Разные, Да. почему, и новости, и репортажи, и интервью, аналитика, все в зависимости от ситуации. Новостей, наверное, даже больше, просто потому что их, в принципе, больше пишут. И если брать «Новые известия», основное место работы, ну, где большую часть карьеры проработал, это ежедневная газета. Она, в принципе, новостная газета. Там главный жанр — это новость. Ну вот, к сожалению, сейчас многие из них не функционируют, да, эти издания. Вот Ну, эти процессы, они объективны, как вы думаете? ну, объективные, как производные от экономики, от технологий, Да, от то есть политики, опять да. финансовый вопрос. Ну, все вопросы, потому что то, что СМИ, они на стыке, это такой третичный сектор экономики, то есть очень зависимый от всего остального, что происходит. А все остальное — это прежде всего что? Это политика, которая то создает спрос на общественно-политическую информацию, то снижает. И когда есть политическая активность, есть борьба за власть, есть политическая конкуренция, тогда приходят деньги, интересы. Это хорошо для журналистов. Когда уходят, значит плохо. Второе — это экономика, чтобы она росла, тогда больше денег от рекламы. Экономика растет на 10%, реклама растет в 2 раза. Экономика падает на 10%, реклама падает в 2 раза. Закономерности таковы здесь. А третье — это технологии. То, что интернет, он очень хорошая среда для контента, но непонятно, как его монетизировать. И он разорил СМИ в смысле, что реклама ушла в интернет, но ушла прежде всего не в СМИ, ушла в соцсети, ушла в поисковики, те, кто дешевле и точнее аудиторию может дать. И никакой компенсации потери офлайновой рекламы в онлайне СМИ не получили или получили что-то мизерное, поэтому до интернета рекламодатель прежде всего должен был кормить журналистов, 2/3 рекламы офлайновой — это реклама в СМИ. В интернете доля рекламы в СМИ, по-моему, менее 10%. Поэтому вот, что с этим делать? Вот эти вот вызовы, они перед СМИ стоят, в результате к чему приводит? К тому, что СМИ сжимаются, в смысле, что редакция меньше, людей меньше, на тот же самый объем работы, качество страдает, люди выгорают, уходят, и такая негативная спираль появляется. Если брать московские СМИ, то значительная их часть в таком состоянии находится. Ну вот вы ведете большую научно-исследовательскую работу. Помогает ли вам вот ваш практический опыт? Он помогает понимать, что я исследую, конечно. Ага, ну да. Ага, и у вас несколько учебников, по которым то есть, преподавательская деятельность тоже занимает больше времени сейчас, наверное, да? И вы вот как бы параллельные карьеры журналиста, исследователя, преподавателя. Но что вам вот сегодня, вот с высоты, так сказать, сегодняшнего дня, что вам все-таки, наверное, ближе было? В смысле ближе? Исследовать или писать? Да. Ну, все близко в этом плане. Да, это разные профессии. Быть журналистом или учить журналистов, но мне и то нравится. И ну, сейчас, да, занимаюсь обучением, и это нравится. Когда работал журналистом, и то нравилось. Когда совмещал журналистику и преподавание, то тоже и то было интересно. Ну, Александр Васильевич, ну, видимо, нам надо завершать уже, да, нашу беседу. Вот вы сказали 5 раз, до этого ваши приезды в Якутию были связаны с вашей профессиональной деятельностью больше, да, то есть журналистской деятельностью. Да? Так, ага. Все приезды были связаны с профессиональной... Ну как, один приезд с профессиональной деятельностью в президентском пуле и 3 приезда с преподавательской деятельностью, с обучением журналистов. Ага, вы участвовали в семинарах, Да. которые организовывался и журналистов в том числе, да? Да, и Союз журналистов, и Сахамедиа. Да, ага. А еще, Александр Васильевич, ну что ж, вот жара эти дни у нас стоит, да, и ну, вы были и зимой, и вот такую самую жаркую пору у нас в Якутии, но все-таки, наверное, вам ваши пожелания якутским журналистам, якутянам в целом, вот в эти жаркие
дни июньские, июльские. Ну, якутянам в целом крепости здоровья духа, потому что климат экстремальный в Якутии, когда то слишком жарко, то слишком холодно, и такого, чтобы вот была приятная, немножко теплая погода, мне кажется, таких дней в Якутии очень-очень мало, по пальцам можно пересчитать, у вас вот то плюс 30, то минус 50, там, или минус 40, как-то вот так. И герои, люди, то, что они здесь живут, работают, они очень крепкие, раз они здесь и выживают, и развиваются, я ими восхищаюсь. А якутским журналистам пожелания интересных тем, интереса к работе, больше зарабатывать, ну, в принципе, видеть миссию какую-то, чтобы было ощущение, что ты делаешь что-то большое, важное, и особенно те, кто пишет на якутском языке, то, может быть, думать о том, что вот через столетия потом по этим текстам будут изучать историю языка, который вот когда-то был, и вот были люди, которые это создавали, и вот что они пишут не только для сегодняшнего читателя, но и для тех будущих, Ну, как бы будущим поколениям. будущим поколениям, которые не исключено, что они уже, что там знание языка будет экзотикой, и вот он останется именно в том, что вот сегодняшние журналисты написали. То, что они написали, это будет как те памятники истории, так как мы изучаем тексты на латыни или на древнегреческом. Вот как-то так себя воспринимать, может, вот эта вот историческая миссия, она побудит более высокие стандарты качества для себя устанавливать и понимать, что ты творишь для истории. Ну что ж, очень объективный взгляд, Александр, спасибо большое. И пожелаю успехов в вашей работе творческой, преподавательской, исследовательской. Спасибо. Спасибо.